Сценическое мастерство как подспорье благотворительной акции. Еще один способ донести важность доброго отношения к окружающим. Далее Азиева, активистка своего факультета, уже успела проявить себя в качестве волонтера. Данное мероприятие мы делали именно для детей-инвалидов. По нашим номерам, по нашим роликам можно было понять, и по работе волонтеров, насколько нам это было важно. Потому что я подчеркну еще раз, это не просто дети, это дети, я даже не буду говорить, что они инвалиды, я скажу, что это особенные дети. Они отличаются от обычных детей тем, что вот буквально недавно они были даже на мастер-классе, тем, что они настолько искренние, настолько вот, что вот, поиграв с ними, побывав с ними, эмоции переполняют, и поневоле хочется сделать им что-то хорошее. Студенты Ингушского государственного университета на протяжении 10 лет проводят благотворительную акцию «Милосердие Кахетам», направленную на оказание помощи нуждающимся семьям и детям из дома-интерната, где каждый желающий может пожертвовать любую сумму. Сегодняшняя акция, она, конечно, является очень большим воспитательным моментом в жизни студенческой молодежи нашего университета, да и не только университета, это молодежь Республики Ингушетия. Соответственно, по итогам этой акции, значит, об итогах этой акции будут рассказывать и детям, и своим и внукам, точно так же, как и мы, взрослое поколение, рассказываем о том, что у нас было в жизни красивое, хорошее и доброжелательное. В этом году акция проходила в 2 этапа. Студенты первым делом отправились в коррекционную школу-интернат селения Чулуки. Там они провели мастер-классы, а затем организовали волшебную почту Деда Мороза. Ребята решили показать шуточные номера в стиле ЗОХ. Каждый выход юных актеров вызвал восторг у зрителей. Здесь у каждого студента один девиз – не стоять в стороне равнодушно, когда у кого-то беда. Председатель клуба «Добро ИНГУ» Адам Ерыжев отмечает, что благодаря неравнодушным студентам и преподавателям университета удается собрать необходимую сумму для оказания помощи. Когда мы открыли эту почту, там были разные желания, очень смешные, очень трогательные. И когда мы это распространили, наши волонтеры сразу же разобрали. Каждый индивидуально хотел это купить и подарить этому ребенку радость. И 23 декабря мы едем с этими пожеланиями, с нашей концертной программой, с их подарками. Подобные мероприятия необходимы не только для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для того, чтобы показать необыкновенную силу духа, целеустремленность, умение человека добиваться успеха в сложнейших ситуациях. Я уже была в этом интернете однажды, и эти дети оставили неизгладимый след в моей памяти. Мне кажется, эту картину я никогда не забуду. Эти слезы радости, эти возгласы, когда мы приехали, когда мы отдавали им эти подарки. Мне кажется, не только у меня, но у каждого волонтера, который посещал это место, это у нас у всех осталось в памяти. Благотворительная акция «Кахетам» с каждым годом набирает обороты. В сбор продуктов, игрушек и одежды включаются не только учащиеся университета, но и простые неравнодушные граждане. Студенты же, несмотря на свою занятость и активную подготовку к зимней экзаменационной сессии, продолжают дарить минуты радости детям. Хава Гагиева, Тамерлан Ужахов, Новости 24.